Когда мы говорим о Коми, представляется какой-то далекий медвежий угол, куда не летают самолеты и не едут поезда. Так начинается свежий материал на РБК на нашей республике. В ней автор статьи попытался развенчать этот миф и выделил 7 причин отправиться к нам в гости. Кирчомье, плато Мань-Пупунер, Мутный материк. Вот лишь некоторые из них. Полный список у Анны Зубаревой. И вовсе не медвежий угол. Перелет от Москвы до Сыктывкара занимает меньше 2 часов. А достопримечательностей в республике хватит на пару недель неспешного путешествия. И это заявляю не я, а РБК в своем проекте «100 путешествий по России». Первым делом автор отмечает столицу региона Сыктывкар. Старейший и долгое время единственный город в Коми. На сайте медиахолдинга россиянам советуют дойти до пожарной каланчи с курантами, что бьют дважды в день, и Национального музея, где хранится самая старая в мире лыжа. В 2009 году были проведены реставрационные работы. Лыжа специалистами Эрмитажа. Лыжа была, подверглась реставрации. И в 2010 году мы ее получили обратно. На втором месте Верхневычегодское село Кирчомье, ехать в которое нужно из этнографических побуждений. Побывать в настоящей Коми-избе, посмотреть на быт и попробовать местную еду прямо из печи. А еще никак нельзя пропустить народное гуляние по случаю окончания посевных работ «Пыжагаш». Оно проходит каждый год в июне на живописнейшем лугу. Что касается природы, тут же озеро Кадам, которое всегда привлекало путешественников. Много всего тут было. Был ледник, да пропал через 1000 лет. Теперь озеро. Кадам. От слова заболоченное. Кадмены. Так и есть. Бронза достается столбам выветривания, что 1000 лет назад были горами, но дождь, снег и ветер сделали свое дело. Как говорит автор материала, в столбах можно разглядеть фигуру человека, бутылку, голову лошади. Плато Мань-Пупунер считается одним из 7 чудес России наряду с Петергофом, Байкалом и Мамаевым курганом. Добраться до него можно 2 способами: по земле и по воздуху, на вертолете. Наш Евгений Стокас в 2019 году предпочел первый вариант. Удивительно, но самую сложную часть реки мы проехали без происшествий. Осталось всего 20 километров напрямик вот в ту сторону, и мы попадем на плато. Далее по списку РБК нефтяная столица Коми-Усинск. Здесь добывается 60% всей республиканской нефти и сконцентрировано 70% промышленных предприятий. А еще тут же один из самых необычных памятников России – комару-нефтянику. Его и открывали в 2012-м, как полагается, со всеми почестями, шарами и аплодисментами. Следующая наша гордость – село с самым веселым названием в стране – Мутный материк. Всероссийский конкурс оно выиграло 2 года назад, и пусть в самом селе живет около 1000 человек, голосовала за него вся Россия. Из местных достопримечательностей тот самый знак, установленный в честь победы, и удивительное гостеприимство. Тут каждого встретят, позовут в гости, накормят и расскажут, откуда такое название. Оказывается, его дали первые священники. Когда они выезжали из-за мыса и увидели населенный пункт, то оно как бы в тумане. И поэтому поставили Мутный. А то, что материк, то село расположено на 7 холмах, и как будто оно находится на острове. И еще одна столица в рейтинге. Ведь жители Воркуты называют свой город не иначе, как столица мира. В самом восточном городе Европы понравится всем любителям заброшек и сталкерской романтики. За последние 30 лет его население по разным оценкам сократилось в 2-3 раза. Нередко жилье тут продают за оплату коммунальных платежей или сдают в аренду на таких же условиях. Ребята, это поселок Советский. Доживает последние дни свои. Так вот одинокий ребенок тут гуляет, ему и поиграть даже не с кем. Тем, кто хочет еще глубже погрузиться в атмосферу покинутых и брошенных городов, РБК советует отправиться в поездку по Воркутинскому кольцу. Оно замыкает 7 главных достопримечательностей Коми, по мнению медиахолдинга. Это система поселков, расположенных вокруг Воркуты. Советский, Октябрьский, Северный промышленный, Варгашор, Комсомольский. Местные тревел-компании сегодня устраивают целые туры в заброшенные поселки. Но не пугаем вас.
У самой Воркуты, как части арктической зоны, еще есть перспективы и планы на долгие годы вперед. А список РБК как пример. Не обязательно, чтобы набраться сил, отправляться за рубеж и даже в другие регионы. Все же под боком на самый разный вкус.